Вы смотрите новости, в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Коротко о главных темах этого выпуска. Только от жизни собачьей в управе Сайсарского округа столицы изобрели автоматическую ловушку для бродячих животных. Боливар ждет топлива. В Нерюнгринском районе возник дефицит бензина. Расскажем об этом более подробно. Выездные смотрины. В Москве открылась фотовыставка «Один век из жизни Витима». В управе Сайсарского округа столицы изобрели автоматическую ловушку для бродячих собак. Гениальная мысль увеличить в размерах мышеловку пришла работникам округа неспроста. Здесь с начала года зарегистрировано более 500 заявок от жителей на бродячих животных. По сравнению с прошлым годом эта цифра увеличилась почти в 2 раза. Ловушка уже показала свою эффективность, ведь собака – хитрое и умное животное, и поймать ее порой бывает непростой задачей. Всех отловленных псов округ увозит в пункт передержки. По закону, после стерилизации и чипирования их снова выпустят на волю. Пока таких ловушек в округе всего 3, но руководство планирует увеличить их количество. Ловушки мы сами придумали, сами изготовили. Сейчас по городу также другие управы их производят. Они показали свою эффективность, поэтому сейчас используем их. На самом деле они не затратные. Дело в том, что материал мы нашли в ходе субботников, которые проводили в осенне-летний период. А саму сборку ловушек производят дворники управы. Есть в планах улучшить конструкцию, сделать ее более мобильной, так как попадаются агрессивные собаки. И чтобы их не вытаскивать, мы хотим их сделать поменьше. Глава республики Айсан Николаев сообщил, что в этом году по программе переселения из аварийного жилья новые квартиры получили около 12 тысяч якутян. По словам руководителя республики, это сопоставимо с населением Вилюйска или Удачного. Илдархан отметил, что к концу 2022 года с учетом нарастающих показателей из аварийных домов будут переселены 25 тысяч человек. Также Айсан Николаев обратил внимание на то, что в этом году в столице республики ведут 117 тысяч квадратных метров жилья. В 2022 году в республике ликвидируют около 460 тысяч квадратных метров аварийного жилфонда. На эти цели за счет средств госкорпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства предусмотрели 10 миллиардов рублей. В Ленске продолжается вручение ключей участникам программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Введен еще один дом по улице Якутская в новом жилом квартале Рабочий. Ленчане с удовольствием осматривают свои квартиры и даже несмотря на морозы, которые установились в Ленске, упаковывают чемоданы и занимаются переездом, чтобы Новый год встретить в новом доме. Анна Кожевникова побывала в гостях у новоселов. Из покосившихся стареньких двухэтажек, построенных в середине прошлого столетия, ленчане сегодня переезжают в новые уютные квартиры, расположенные в современном жилом комплексе «Рабочий». Эстафету по переселению в рамках реализации федеральной программы приняли на этот раз жители улицы Чапаева. Это часть города старой деревянной застройки, не раз страдавшая от разрушительных наводнений. Жили мы по Чапаева 20 лет. После наводнения получили. Все удобства на улице в том доме были. Сделали, конечно, канализацию сами. Поставили мы двери железные, и когда по ним можно было температуру на улице определять. Если промерзла до ручки, значит уже за 40. В новом же доме у Галины Лучиной квартира на 9-м этаже. О замерзших дверях и речи быть не может. Тепло во всех комнатах, причем температуру на батареях можно регулировать. Сегодня хозяйка новенькой трешки планирует, как распределить комнаты, где будет кабинет, а где спальня, как создать теплую атмосферу в зале и куда поставить 2-метровый холодильник. Неожиданно к Новому году думали, что летом на будущий год. Но, конечно, Новый год в новом жилье – это очень-очень замечательно. Спасибо всем, кто имел в программе переселения из ветхого жилья. Все благодарю. По квадратам новая квартира у Галины больше предыдущая, как дополнительный подарок от застройщика 2 балкона в кухне и в зале на разные стороны дома, с которых открывается шикарный вид на город. В новом жилом квартале развитая инфраструктура. Дома в рамках программы переселения строятся по этому принципу в центре города. Благоустройство у нас на сегодня возможно для многоэтажных домов только в центре города, поскольку есть центральная котельная, она обеспечивает круглогодичное снабжение холодной и горячей водой.
централизованное водоотведение. Сегодня Ленск с опережением реализует программу переселения. Хочется, чтобы эта тенденция поддерживалась и в дальнейшем. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. К другим темам. На базе детского технопарка «Кванториум» проходит 10-й региональный этап WorldSkills Russia. 41 участник из 8 районов республики будут соревноваться в 4 компетенциях: промышленный дизайн, эксплуатация беспилотных авиационных систем, проектирование нейроинтерфейсов и инженерия космических систем. Все компетенции для юниоров развиваются в логике основных соревнований WorldSkills. И в большинстве случаев они являются адаптацией взрослой компетенции с учетом возрастных особенностей и возможностей юных конкурсантов. Ежегодно проходит национальный чемпионат WorldSkills «Молодые профессионалы» в юниорской линейке. То есть сейчас проводится региональный этап на базе многих образовательных школ, образовательных учреждений республики работают различные компетенции. В прошлом году обучающиеся нашего конториума занимали первые места в регэтапе по компетенции разработка виртуальной дополненной реальности и проектирование нейроинтерфейсов, где попробовали свои силы уже на российском уровне. Тем временем на автозаправочной станции «Саханнефтегазсбыта» в Нерюнгринском районе возник дефицит бензина. С конца прошлой недели многие жители города Нерюнгри и поселка Чульман столкнулись с нехваткой топлива на автозаправках этой компании. Вначале на них не стало 92-го бензина, затем в Чульмане кончился и 95-й. Периодически заканчивалось и дизельное топливо. Подробности в материале наших коллег. На сегодня 92-м и 95-м бензином можно заправиться только на одной автозаправочной станции «Саханнефтегазсбыт» в городе, у микрорайона МЖК, где выстроились значительные очереди. Мы испытали трудности на заправках, везде очереди, и приходится по 5 заправок объехать, чтобы заправиться. Поэтому как-то надо налаживать этот момент с поставкой топлива. Ну, дистоплива даже здесь нету нигде. Сверху вот был, приехал сюда, здесь тоже вот остатки доливают. 3 автозаправки компании «Паритет» тоже едва справляются с наплывом автолюбителей. А в Чульмане этот поставщик топлива не работает вовсе. За разъяснением ситуации мы обратились к руководству Нагорнинской нефтебазы акционерного общества «Саханнефтегазсбыт». Основная причина – это техническая причина, так как на данный момент из 4 топливозаправщиков, которые занимаются доставкой топлива в Нерюнгринский район, из строя вышли 2 топливозаправщика. Также вышел из строя бензовоз подрядчика, которого мы привлекаем для доставки нефтепродуктов. Поэтому объем реализации превысил объем доставки. Перебои с топливом случались и раньше, в октябре. Тогда поставщик причиной обозначал проблемы с доставкой по железной дороге. Из-за ремонтных работ на железнодорожной магистрали цистерны какое-то время задерживались в пути у станции Тында. Многие водители также в недоумении, почему на некоторых АЗС топливо можно получить только по пластиковым картам Саханнефтегазсбыта. Как разъяснили представители компании, такое происходит, потому что обладатели Петрол-карт оплатили топливо предварительно и поэтому пользуются преимуществом. Но на сегодня по карте обслуживаются только автотехника МЧС и скорой. По словам представителей Нагорнинской нефтебазы, снабжение автозаправочных станций в Нерюнгринском районе бензином и солярой нормализуется к концу текущей недели, когда из ремонта выйдут 2 бензовоза. Мы будем следить за развитием ситуации. В столице республики стартовал турнир по боксу, посвященный 75-летию Бориса Неустроева. Прославленный народный мастер во время службы в рядах Советской армии 2 раза становился чемпионом по боксу Тихоокеанского флота Советского Союза. Турнир планировали провести еще в прошлом году в Боегинском насле Гитатинского района, на родине Бориса Федоровича. Но в связи с ковидными ограничениями соревнования провели только через год в Якутске. В турнире принимают участие 48 спортсменов из 10 районов Якутии. Финальные схватки пройдут уже в эту субботу. Сразу видно, что у спортсменов есть огромное желание боксировать. Скорее всего, это послужило тем, что как длительная задержка, как я уже ранее говорил, это и послужило таким стремлением. Очень отрадно видеть, что спортсмены все готовые очень. И рад видеть такой вот результат подготовки их тренировок, результат их тренировок.
Тем временем в постоянном представительстве Якутии в Москве открылась выездная фотовыставка «Один век из жизни Витима», посвященная 400-летию основания поселка Витим Ленского района. Экспозиция представляет историю первого промышленного поселка Якутии от дореволюционного периода до начала 20 века. Самые ранние фотоизображения известны со второй половины 9 века. Это снимок академика Обручева и фото Ленской пристани. Также зрители смогут увидеть и другие редкие экспонаты. Выставка организована при содействии Департамента по охране объектов культурного наследия республики. 2 года назад на площадке Постпредства был презентован исторический фотопроект «Зашиверск. Взгляд через века», посвященный 380-летию одного из самых загадочных городов Сибири. Фотовыставка «Один век из жизни Витима» будет работать в Москве до января будущего года. У нас в республике очень большое количество населенных пунктов, обладающих уникальной историей. Это, конечно, и Витим, про который мы сегодня говорим, это и Алекминск, и Вилюйск. Мы договорились с коллегами, двигаясь навстречу 400-летию, которое мы будем отмечать в 2032 году, попробуем каждый год показывать какие-то населенные пункты, в том числе пользуясь площадкой нашего постоянного представительства, чтобы в финале, ну, пусть это будет через 10 лет, у нас была большая галерея фоторабот, посвященных различным совершенно уголкам, различным городам, даже таким, которых сейчас уже нет на карте, как город Зашиверск. Ну а в Музее истории Якутска подвели итоги конкурса «Тайна елочных игрушек». Кроме того, прошло и открытие одноименной выставки, на которой конкурсанты представили более 70 работ на 3 темы – ретро-игрушки, современные игрушки и символ 2022 года. Победители конкурса получили подарочные сертификаты на 5000 рублей от спонсоров и партнеров конкурса. Кроме того, во втором зале музея представили и елочные украшения советского периода и предметов быта – от Дед Мороза из ваты до разноцветной фольги. Выставка проработает с 15 декабря до 20 января. С 16 ноября по 10 декабря мы организовали выставку, городская выставка-конкурс «Тайна елочных игрушек». Основной целью конкурса была именно объединить семью, чтобы родители своими детьми, своими руками сделали вот такие интересные игрушки. На этом у меня все. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.